Vai tu zināji, ka holesterīns patiesībā ir dzīvībai ļoti svarīgs? Holesterīns palīdz mūsu organismam daudz vairāk nekā mēs domājam. Tas ir nepieciešams smadziņu darbībai un atmiņai, hormonu veidošanai, enerģijai un pašsajūtai, D vitamīna sintēzē. Bez holesterīna mūsu ķermenis vispār nevarētu funkcionēt. Holesterīns nav tavs ienaidnieks. Problēma ir, kad holesterīns ir paaugstināts. Tas, ka mūsu organismā ir iekaisums, ja vēlies saprast, kā holesterīnu noturēt veselīgā līdzsvarā, uzraksti man WhatsApp. Jauku tev dienu! Нам во времена Советского Союза на занятиях, с чего начинается формирование бляшки? Агрессивный состав крови царапает внутреннюю оболочку сосуда. Эта траншея должна залататься, мы не должны ничего почувствовать. Прибежали тромбоциты и залатали. Сценарий классный, который придумала природа. Залатали эту траншею. Потом ниточки коллагена, эластина, фибрина вплетаются, сеточку заплели такую, уплотнили, заплаточка получилась. Но она неровная, она бугристая. Вот потом приходит холестерин и полирует эту бляшку, чтобы за нее не цеплялись другие форменные элементы крови, не формировались здесь тромб, бугорок такой. Вот это задача холестерина заполировать. А, соответственно, что является провокатором этой царапинки? Агрессивный состав крови. Ну, допустим, живем в большом городе, в воздухе что тут у нас? И свинец, и кадмий, тут много чего. Организм, как и любой организм, пытается отторгнуть вот эти вещества, они не нужны. А отторгать сюда через воспаление. Вот воспаление – защитная функция организма. Через воспаление онкоклетки отторгаются, гадости всякие, ядовитые эти вещества. Но хроническое воспаление, оно агрессивно в отношении внутренней оболочки сосуда. Надо бороться с агрессорами, а мы боремся с защитником.